Здравствуйте, дорогие школьники! Сегодня мы с вами поговорим об истории создания Атырауского областного академического казахского драмтеатра имени Махамбета. Вы знаете, что этот театр является культурным центром не только города Атырау, но и всей области. Свою историю один из самых старейших театров страны начал 5 марта 1938 года. Именно в этот день театр, на тот момент он назывался Гурьевским, открыл свои двери зрителям. Из курса истории вы наверняка знаете, что в советское время город Атырау носил название Гурьев. Так, у истоков театра стояла талантливая казахская группа молодежи, окончившая годичную театральную студию при клубе «Нефтяник». В числе первых актеров Куат Тулеков, Шашты Жумабекова, Айтшан Есенбаев, Оңай Жаксыбаева, Мария Туралиева, Кайыржан Имашев и многие другие. Занавес новой сцены был открыт постановкой пьесы Мухтара Ауэзова «Түнгі сарын». Жители города тепло приняли молодую труппу и с нетерпением ждали новых спектаклей. Постепенно коллектив театра развивался, расширялся репертуар. На сцене играли Амангельде Габита Мусрепова, Айман Шолпан Мухтара Ауэзова, Уловка Сканина Мольера, Ревизор Гоголя, Один слуга для двух господ Гальдони и другие произведения. Театр сменил свое название на Гурьевский музыкальный драматический театр и занял центральное место в культурной жизни региона. В годы Великой Отечественной войны актеров театра призвали на фронт, и забота о театре легла на хрупкие плечи актрис Зарипы Сулейменовой, Алмы Ахметовой и Жамили Ибрагимовой. Они организовали 3 небольшие актерские группы и выезжали с концертами и спектаклями в колхозы, районные центры, нефтяные промыслы, чтобы поддержать и поднять дух народа в то нелегкое время. В послевоенные годы театр возродился вновь. В 1948 году к Гурьевскому присоединился Казахский театр музыкальной комедии «Уральска». Труппа театра пополнилась новыми талантами, среди которых были Ергалиев, Оразгалиев, Акжарова, Жумаева, молодые таланты Айткалиев, Имангалиев, Умбетов. Главным режиссером стал Молчанов, а сам театр стал музыкально-драматическим. Зрители каждый день наслаждались музыкальными драмами и опереттами. Это и «Золотая ветвь» Акынжанова, «Ревизор» Гоголя, «Свадьба Малиновки» Типова, «Кызжыбек» и Ертарган, «Роза Мария», «Шалқыған теңіз» Мусрепова. Каждый спектакль открывал в каждом актере новые грани творчества. Большую роль в развитии актерского мастерства сыграли спектакли 50-х, 60-х годов. Это «Абай», «Свадьба», «Амангельде», «Асауға тұсау» и «Ибрай Алтынсарин». Начиная с середины 50-х годов театр принимает активное участие в различных театральных фестивалях. Так, в 1956-1957 годах на первом республиканском фестивале «Театральная весна», который проходил в городе Алмата, главный режиссер театра Дюсеймбаев получил премию Министерства культуры Казахской ССР за постановку спектакля «Ботагөз» Сабита Муканова. Столичной публике были представлены и другие спектакли: «Шыға» Майлина, «Асыл жандар» Коркытова, «Исатай Махамбет» Акынжанова, «Зұлымдық пен махаббат» Шиллера. Постановки получили высокую оценку критиков и радужно были приняты гостями фестиваля. Не остались в стороне и сами актеры. Труппа была отмечена различными грамотами. Артисты Тулеков и Сулейменова получили звание «Народный артист», Ахметова, Манапова, Имангалиева, Иманкулова – звание заслуженного артиста республики. Все они оставили неизгладимый след в истории Атырауского театра. В 1975 году театр получил собственное здание в центре города Атырау. С обретением нового дома театр обрел и новые крылья для творческих полетов. Наград у театра множество. Их копилка пополняется из года в год. В 1994 году в Жезказгане Атырауский театр был признан лучшим на конкурсе театров Казахстана, посвященному столетнему юбилею Сакена Сейфуллина. Представленный спектакль Кадыры Мырзалиева «Раненый тигр» получил первую премию и был направлен на Всемирный фестиваль театров в Египет. Зарубежный зритель высоко оценил работу казахстанских артистов. За исполнение главной роли в этом спектакле заслуженный артист республики Куанышев и режиссер-постановщик Карибаев были награждены премией имени Махамбета. Настоящим открытием для ценителей театрального искусства стала постановка «Бейбарыс».
Она была показана на 9-м фестивале театров Казахстана, который проходил в 2 городах – в Алматы и Петропавловске. Не менее успешным стал спектакль «Один день Махамбета», посвященный 200-летию со дня рождения великого Махамбета Утемысула. В разные годы театром руководили известные личности, такие как народный артист Казахской ССР Тулеков. Он был директором театра более 30 лет. Культурный деятель Республики Казахстан, композитор Кише Улькембаев. Потегенов, заслуженный деятель Казахстана Карибаев. Гумаров, заслуженный деятель Республики Казахстан, писатель и драматург Отарбаев, заслуженный деятель Республики Казахстан, поэт Жылкышиев, режиссер-драматург Ихсан и многие другие. 13 февраля 2018 года постановлением правительства Республики Казахстан театру было присвоено академическое звание и имя великого казахского поэта Махамбета. По сей день театр трудится на славу, радует своих зрителей новыми интересными спектаклями и гастролирует по всему миру. На этом наш урок подходит к своему завершению. И сейчас я попрошу вас, дорогие школьники, ответить на несколько моих вопросов. Первый вопрос. Когда был образован театр имени Махамбета? Второй вопрос. Какая первая пьеса была поставлена на сцене театра? И третий вопрос. Какой спектакль принял участие в Всемирном фестивале театров в Египте?